И вот, например, вот этот конфликт, который сейчас приграничный идет, он со времен имама Шамиля длится между андийцами и чеченцами, и чеченцами. Суть конфликта в том, что андийцы как бы владели этими территориями и собирали налоги с этих обществ приграничных. А, И они как бы часть, видимо, сдавали в казну этого аварского ханства. Потом, когда были убиты вот аварские нуцалы, вот Бахубике, все они, и еще другие, как бы этот Сурхай хан, который был в Сиух, и другие, вот хозяева этих земель как бы ушли в подполье, ну, не появлялись. И чеченцы сказали, ну, раз их нету теперь это наша земля, как бы, жизнь. То есть арендаторы становятся хозяевами этих земель здесь. И тут андийцы сказали, начали спорить, нет, как бы у нас больше прав на эти земли, потому что мы как бы имели привилегии при аварском ханстве, как эти, как те, кто как бы контролирует этот все процесс. То есть они были эти надзорщиками здесь. А чеченцы сказали, мы, говорит, вас не знаем, андийцы, кто вы такие, мы платили налоги аварским ханам, а вы, мы вас как бы не знаем. И вот как бы Шамиль, там суд был, Шамиль сказал, что будет создана комиссия, которая будет заниматься решением этого вопроса. И сказал, что временно как бы доход с этих земель будет подчинен Байтулмалу, пока как бы хозяева не объявятся и тому подобное. Потом после этого много раз эта проблема поднималась, андийцы и чеченцы до сих пор вот спорят, сейчас, видимо, возобновится этот спор. Потому что, ну, это как бы не чеченские земли, то есть, да, там могут, например, жить чеченцы, то есть, как, например, вот аухи там живут, другие живут, но эта земля, она не может переходить в состав, так называемого чеченского государства, то есть, по государственному праву, это наша земля, как и аух тоже наша земля. Арендаторы не могут быть хозяевами. Если вот сейчас у меня, например, земля есть в горах, в селе, и она бесхозно лежит там, там один маленький огород такой, ну, такой средний. Если сейчас я его в аренду дам кому-то же, там, ну вот узбеку там приглашу там с Азии, отправлю в гору, вот живите, как бы работаете, и доход. И скажу, что вот, например, там мои соседи, например, пусть будут, например, андалалцы, как бы жесть, они как бы, скажу, вот с них собирайте налоги, следите за ними, вам как бы 20% всего этого будет, что следите за этим, вот как бы. И спустя время вдруг там я пропадаю там, ну, или умер вообще, жизнь, там хозяева все умерли, никого не оказалось. И тут эти как бы арендаторы, они же не могут хозяевами этих земель стать, то есть по-любому, так или иначе, кто-нибудь-то из этого, ну, моего рода, он больше имеет право на это. А если даже их вообще не оказалось, то временными хозяевами, например, станут вот соседи, как бы, здесь, ну, вот, получается, андаловцы. Вот такая ситуация была и в Ичкерии, как бы, вот, получается, это Гумбетовское, вот это бывшее владение Турловых и Алдамовых. Такая же территория, вот, ситуация в Аухе. То есть из-за того, что убили аварских нуцалов, вот эти арендаторы, которые там жили, они решили, что теперь эти земли бесхозные, теперь они наши, как бы, по национальному праву уже. Ну вот такие забрали они как бы эти земли.